То есть если у нас в сутки обычно где-то 30 до 40 случаев ОРВИ, то за прошедшие сутки у нас их было 102. Позапрошлые сутки их было 127. Большая часть из них, конечно же, дети. Чаще всего это температура у детей. Потому что я сразу оговорюсь, учитывая ситуацию, взрослое население мы стараемся давать консультации по телефону, а бригаду уже отправлять к детям. Вот, разумеется, если есть какие-то осложнения на фоне ОРВИ, там, и у взрослых, и у детей, то, разумеется, уже выезжает бригада скорой помощи. У нас, в принципе, да, очень недостаточное количество бригад на город Бишкек, учитывая нагрузку, сезонность, ситуация ухудшается. К тому же у нас сейчас очень большое количество машин находится на ремонте. То есть мы сейчас испытываем очень колоссальную нехватку именно санитарного транспорта. 8-я квартира, да, правильно? Можно фамилию? А будут на второй? Жумаев, да, правильно? Что? В тех случаях, когда необходимо обращаться в поликлинику, когда нужно выполнять назначение семейного врача или участкового терапевта, это игнорируется, и вызовы ложатся на уже службу скорой помощи. Если раньше к нам обращались за сутки где-то примерно 200, около 200 больных, а на сегодняшний день обращается уже до 300 больных. И из них, значит, в основном это, как я уже говорил, острые респираторные вирусные инфекции. В основном это дети. Наша больница рассчитана на 500 коек. Сегодня у нас находится 519 больных. Но те, которые к нам обращаются, если показания есть для госпитализации, мы никому никогда не отказываемся. Минуя поликлиники привозят, потому что если к нам, скажем, если 300 больных, в среднем, если 300 обращаются, из них где-то 30% только имеют направление, остальные без направления приходят. Наша больница мы обслуживаем как экстренная больница, поэтому мы никому никогда не отказываемся.